Вакцина-профилактика – наиболее эффективный способ предотвращения различных инфекционных заболеваний. Именно она и помогает перенести болезнь в более легкой форме, отмечают медики. Первые прививки новорожденному делают еще в роддоме от гепатита и туберкулеза. Сейчас же врачи прививают тех, кто не успел своевременно пройти вакцинопрофилактику. В данный момент мы делаем прививки подчищающие тем детям, которые не получили плановые прививки в свое время. Это касается особо опасных инфекций, полиомиелита, кори. Очень актуальны в данное время прививки против коклюша. В весенний период из-за иммунологической перестройки организма медики вакцинируют как взрослых, так и детей от гриппа и ОРВИ. Но в последнее время мамы неохотно спешат делать прививки детям не только от гриппа, но и от опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к тяжелым последствиям. Столбняк, к примеру, вызывает мышечное напряжение и судороги. Часто заболевание приводит к летальному исходу. Гепатит Б поражает печень. Инфекция может перейти в хроническую форму с высоким риском летального исхода от цирроза или рака печени. А полиомиелит может привести к инвалидности ребенка. Прививку от него делают с 3 месяцев. Первые 2-3 вакцинации, что очень важно, мы делаем инактивированными вакцинами. Они более щадящие, тем не менее они вызывают тоже хороший иммунный ответ. А в ревакцинации мы уже делаем живой вакциной, оральные полиомиелитные вакцины. Мы советуем родителям однозначно делать прививки от полиомиелита, предотвратить это заболевание легче, чем лечить его осложнения. Риск заразиться – основная причина отказа родителей от прививок. Медики отмечают, 100% гарантии, что привитый ребенок не заболеет, нет. Но поскольку в его крови будут соответствующие антитела, он перенесет болезнь без осложнений. Более того, перед вакцинацией у ребенка тщательно обследуют здоровье. Важно, чтобы посмотрели несколько специалистов. В первую очередь это педиатр, невролог. Все зависит от самого ребенка, какой он на данный момент, в каком состоянии здоровья находится, от анализов, лабораторных показателей. Если все это в норме, только в том случае мы назначаем. Без согласия родителя прививать ребенка врачу нельзя. Но если не хотите осложнения от инфекции, пройти вакцинопрофилактику все же стоит. Таков совет медиков. Как правило, привитые взрослые и дети гораздо реже болеют. Вакцинироваться самим или делать прививки детям – выбор каждого. Но не стоит забывать, что в случае заболевания вашего ребенка и тех, кто с ним контактирует, вся моральная ответственность ляжет на вас. Если все же есть сомнение, что организм плохо отреагирует на вакцину, то лучше всего проконсультироваться со специалистом. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.